То, что количество инфицированных осенью будет расти, врачи говорили и не раз. Ситуацию с коронавирусной инфекцией усугубляют сезонные простуды, такие как грипп и ОРВИ. Только за минувшие сутки в России выявлено почти 8,5 тысяч новых случаев. По всей стране провели 46 миллионов тестов. В Ингушетии под наблюдением медиков остаются 568 человек. За минувшие сутки выявлено 46 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе по результатам исследования за все время зафиксировано 5674 заболевших. В медицинских организациях республики находится 230 человек. Из них 27 человек в тяжелом состоянии в реанимации, в крайне тяжелом состоянии 4 человека на аппаратах искусственной вентиляции легких. Детей 11 человек в стационарных учреждениях находится. Тем временем в Ингушетии для больных коронавирусом переоборудовали новый корпус. В нем созданы все необходимые условия. Также развернули дополнительные койки. Система здравоохранения республики переходит на подготовительный режим к приему пациентов с данной инфекцией. На сегодняшний день у нас развернуто 400 коек в 5 медицинских организациях. Из них 20 коек для детей и 20 коек для беременных женщин. Утверждена схема маршрутизации пациентов в соответствии с местом жительства. Данная маршрутизация доведена до населения и до работников станций скорой медицинской помощи, чтобы они знали, куда везти пациентов. Сдержать распространение инфекции, резкий скачок цифр поможет соблюдение санитарных требований и пользование средствами индивидуальной защиты, напоминают специалисты. Необходимая социальная дистанция, мыть почаще руки, носить защитную маску. Кстати, последнюю многие не особо жалуют. Даже старших не встретишь в общественных местах в маске. Коронавирус хандивайте? Да, я ношу маску, чтобы в первую очередь защитить своих родных. Ну и в общем и себя тоже. Скажи, а вот в этом году болела коронавирусом? Я нет, но мама болела. И тяжело протекало? Очень тяжело, к сожалению. Я не ношу маску, потому что может быть, я не права, но мне кажется, что она не очень защитит от этого вируса, потому что там много средств, которыми нужно защищаться, кроме маски. Там, ты переболела? Я не болела, нет. А не боишься заболеть? Вокруг много, конечно, заболело людей и даже есть смерти, но я боюсь заболеть только в том смысле, что я могу заразить кого-то еще. Один раз уже переболел этой болезнью коварной и боюсь уже второй раз заболеть, так как болезнь ужасная и все силы выматывает себя. Поэтому лучше, я считаю, что носить маску и беречь себя. И не только себя, но и окружающих. И поэтому в общественных местах я предпочитаю носить маску. По всем вопросам коронавирусной инфекции в Ингушетии работает телефон горячей линии. Мы попытались дозвониться по указанному номеру и задать интересующие вопросы. Сегодня поступило несколько звонков, и обычно звонят по вопросам которые заболели, у них ковид, они хотят сдать анализы и не знают, что им делать, так как им выезжать, контактировать с людьми нельзя, они должны оставаться на карантине, и куда им обращаться, по таким вопросам обычно бывает. И мы их направляем, чтобы они связались со своим участковым педиатром, который должен выехать на дом, взять у них мазок, анализы и уже дальше определять, как с ними быть. Минздрав России разрешил проведение клинических исследований уже третьей вакцины от COVID-19. Согласно графику, испытания начнутся в ближайшее время в Петербурге, Кирове и Новосибирске. Участие примут более 3000 добровольцев. Сейчас подходят к концу клинические исследования вакцины. Первые партии спутника ВИ поступили и в Ингушетию. Сезон 2020-2021. Все мы знаем, что появилась вакцина против коронавирусной инфекции. В соответствии с соглашением между Министерством здравоохранения и Республикой Ингушетия было распределено для республики 438 доз вакцины против коронавирусной инфекции. В первую очередь Минздрав России рекомендовал вакцинировать медицинских работников, которые работают с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. Поэтому на сегодняшний день в республику пришло 42 дозы данной вакцины. Она распределена между медицинскими организациями. В ближайшее время начнем вакцинацию.